Областный центр социального обслуживания населения Завьяловского района представляет клуб любителей скандинавской ходьбы «Делет» муниципального образования сельского поселения Подживаловское. Торжественный парад первого межрайонного фестиваля скандинавской ходьбы «Активное долголетие». В Киясово для участия в нем приехали спортивные команды Каракулинского, Завьяловского, Малопургинского, Киясовского районов и города Сарапула. Также на стадионе хозяева турнира – представители первичных ветеранских организаций Киясовского района. Все они бодры духом и молоды душой. По-другому, говорят, не получится. И не беда, какая дата рождения стоит в паспорте. Болеть и стареть и еще слишком рано. Отношение к жизни кардинально перевернула скандинавская ходьба и теперь присутствует в их ежедневном расписании. Вот полчаса мне надо до сада дойти, открыть теплицу. Вот палочки и вперед. Вот. А вечером надо закрыть теплицу. Вот палочки и назад. Час в итоге. Как говорят, кто много ходит, то долго живет, собственно говоря. Поэтому, конечно, настроение улучшается, здоровье прибавляется. Это здоровье, бодрость, энергия и хорошее настроение. Особенно для пожилых это очень полезно. Регулируется давление, нормализуется и повышается настроение, и интерес к жизни появляется. Фестиваль «Активное долголетие», который провели в рамках национального проекта «Демография», инициатором которой является Владимир Путин, лучшая наглядная популяризация скандинавской ходьбы. Основоположники движения этого вида спорта в Удмуртии признаются. Желающих покорить тропы здоровья с каждым днем все больше и больше. С прошлого года, с 18-го, после проведения третьего международного фестиваля скандинавской ходьбы, который прошел у нас в Ижевске, популярность очень резко возросла, потому что мы проводили все фестивали во всех районах нашей республики. Да, и вот 24 августа этого года у нас будет 4-й международный фестиваль скандинавской ходьбы. Надеюсь, что у нас как раз все вот эти участники, они приедут к нам и будут участвовать в наших соревнованиях. Перед стартом обязательный медосмотр. Врачи измеряют давление и дают спортсмену допуск к старту. Дистанцию в 1 километр должны пройти женщины, 2 – мужчины. Муналазип Манапов – самый взрослый участник фестиваля. Ему 84 года. С 2009-го любил гулять с обычными лыжными палками. В прошлом году вооружился специальными для скандинавской ходьбы. Несмотря на свой возраст, участвует в абсолютно всех соревнованиях своего села и района. Этот фестиваль также не мог пройти без завсегдатого спортивных площадок Киясова. Я вот каждый день 5:30 выхожу с ума и делаю круг 2-3 километра. Вот. Так что никакого секрета нету. Первыми на дистанцию ушли женщины, далее мужчины. Обладателям 1-го, 2-го и 3-го результатов в каждом заходе были вручены медали, дипломы и подарки. Отметим, что вступить в ряды ходоков сегодня может каждый желающий, чей возраст перевалил пенсионную отметку. Для этого необходимо обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения своего района Министерства социальной защиты Удмуртии. В их стенах профессиональными ходоками стали уже более 6 тысяч человек. Данное направление очень активно развивается в рамках нацпроекта. И демография, старшее поколение, да, это же популяризация здорового образа жизни, это продолжительность активного образа жизни. Но и более того, нынче у нас проходит год здоровья в Удмуртской республике. Это тоже очень важно, что именно и в год здоровья, и в рамках реализации нацпроекта такое замечательное мероприятие. По окончанию заходов – забеги. Спортсменам предложили поучаствовать еще и в веселых стартах, после чего дружное общение и обязательный обмен новостями. И одно на всех желание – встретиться всем вместе вновь, уже на 2-м межрайонном фестивале по скандинавской ходьбе «Активное долголетие».